Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии Антонина Титова, педагог детско-подросткового центра города Якутска, руководитель общественного объединения «Волонтеры Туймады», автор и руководитель проекта «Тулук. Символ добра». Мира и добра. Мира и добра. Антонина, здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас видеть. Давно вы не были в нашей студии, и отлично, что мы сегодня это исправляем. Спасибо, Светлана, я тоже очень рада Спасибо. видеть вас, быть у вас. Спасибо. И также в нашей студии сегодня Сардана Ахлопкова, старший воспитатель детского сада номер 13 «Светлячок». Сардана, здравствуйте. Здравствуйте. И в нашей студии Екатерина Егорова, учитель-логопед детского сада «Брусничка», председатель волонтерского движения в детском саду «Брусничка». Екатерина, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня пришли в нашу студию. Говорить мы будем о проекте «Тулук. Символ мира и добра». И Антонина сегодня пришла не с пустыми руками, а с символами этого проекта и вот с таким еще большим флагом. Да, где есть логотип вашего проекта. И, конечно же, мой первый вопрос к вам: что это за проект, какая его основная идея, хотя, конечно, из названия она прослеживается, но тем не менее, и зачем и кому нужен этот проект? Вообще мы являемся волонтерами города Якутска, и волонтеры — это вообще люди разных профессий, разного возраста. Есть среди них и жены, и матери, и дети участников специальной военной операции. И наше общественное объединение называется «Волонтеры Туймады», и самая главная цель — это оказание поддержки нашим бойцам, участникам специальной военной операции. Ну и среди волонтеров Туймады очень много педагогов, моих коллег, моих подруг по общественной работе, и поэтому одной из важных задач является в том числе и патриотическое воспитание детей и подростков через волонтерскую деятельность. Собственно, являясь педагогом детско-подросткового центра, в рамках проекта мы проводим уроки мужества, например, такие как есть такая профессия — Родину защищать, кто такой волонтер. Я рассказываю о платформе добро.рф, где со всей России, со всей нашей огромной страны собираются волонтеры для того, чтобы делать добрые дела. И независимо от того, где ты проживаешь и где вообще это доброе дело творится, можно участвовать на расстоянии. С 2022 года мы проводим различные благотворительные акции. У нас проводятся разные ярмарки, сбор гуманитарной помощи. И потом мы все это сдаем в штаб общественного движения «Якутия с тобой». Также мы сотрудничаем с Народным фронтом, также с народными полками, внуками Победы, в общем... Вы очень много делаете, конечно, я смотрю за вашими статусами, и представители Народного фронта, молодежка почему-то не себя называют, не молодежное движение. Молодежное крыло. Да, а меня поправили именно молодежка. Они сегодня будут в нашем втором блоке, поэтому наши слушатели и зрители, оставайтесь с нами. Вы очень много делаете, и у вас такая помощь разноплановая. Спасибо, Свет. И вот у нас Вам спасибо, с Антонина. 2022 года, я сегодня, готовясь к эфиру, я посчитала, что с 2022 года мы собрали и перечислили в поддержку наших ребят более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Это не считая гуманитарки, которые, эти посылки, которые мы собираем.
Это все вы собираете, я смотрю за статусами, все время что-то нужно, да, и вы собираете это вот просто от тех людей неравнодушных, кто вам отправляет деньги, да, то есть вот такую сумму возможно собрать. Нет, мы собираем гуманитарку, вот чисто уже гуманитаркой, вещами. Мгм. А то, что приходит по благотворительным акциям, как ярмарки проводим, и это уже финансовая помощь. Мы эти деньги передаем, вот, например, в городской фонд Победы передали. Аукционы вы еще проводите? Да, мы проводим аукционы, мы проводим беспроигрышный розыгрыш призов. Призы наши же, покупаем сами же. Вот. И, ну и деньги мы аккумулируем, и вот и в республиканский фонд отправляли. Иногда мы отправляем напрямую ребятам, если идет сбор, например, на приобретение. Вот мы последний раз участвовали, 41 тысячу отправили, закрыли сбор на приобретение. Но они купили такой небольшой транспорт, так скажем, для того, чтобы вывозить раненых с поля боя. Вот. И так много работы. А вот этот проект, о котором мы сегодня будем говорить, и почему вы так его назвали? Это же название птицы, да, сокращенно? Да. Тулук – это якутское название маленькой птички, пуночки. Вот особенность этих птиц в том, что они живут такими большими стайками. Мы вот как-то ассоциируем это вот с нами, с волонтерами, которые большой стайкой собираются, делают какое-то большое дело, помогают и поддерживают друг друга. Поэтому... Ну, а издревле Тулук это было имя оберег. Поэтому имя оберег от злых духов, которые давали родители детям, для того, чтобы злые духи их не забрали. Ну и сейчас мы этот символ Тулук выбрали для нашего проекта. Кстати, логотип помогала нам разрабатывать супруга Анатолия Храмова, участника специальной военной операции, поэт, журналист. Вот. У нас есть гимн. Вот. Ну, я Всё думаю, серьёзно. что девочки позже расскажут. Для наших зрителей режиссер может показать вот ваш логотип и вот сам символ. А кто изготавливает? И у вас есть тоже сегодня брошь. Да, у меня есть брошь, и у исполненная. девочки вот уже сделали. Ага. У многих прямо рукотворные. Вообще, знаете... А кто это все делает? А я вам сейчас скажу. Философия вот вообще Тулука в том, что их нужно изготавливать своими руками, вкладывая в это тепло рук, тепло души. Изготавливают их и дети наши, и учащиеся, и шьют воспитатели, родители, поэтому все очень... Проект, он объединяет и родителей, и сотрудников детских садов, и школ, образовательных учреждений. Поэтому он такой получился прямо... Многоликий. Многоликий и в тему, потому что мы думали, что это будет проект городской, рассчитывая на городские образовательные учреждения, но он очень понравился вообще педагогам республики. Теперь он у нас республиканский, и в нем участвует более 12 улусов, образовательные дошкольные учреждения, 12 улусов, Алёкминский, Ленский, извините, девочки, если кого-то не назову, Кобяйский, Усть-Алданский. Ну и наверняка и те, кто еще не присоединился, они наверняка тоже со временем будут с вами. Ну, я думаю, что да, потому что вообще в целом волонтерство это как одна из форм патриотического воспитания детей и подростков. У нас есть еще короткое видео, на которое мы хотим прерваться. Его сейчас уместнее показать, или мы дадим слово вашим коллегам? Я думаю, что можно дать слово
моим коллегам. Сардана и Екатерина, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Вы наверняка тоже принимаете участие в этом проекте. Ну, я представляю Центр развития ребенка детский сад номер 13 «Светлячок». И первым организованным участием в волонтерской деятельности стало то, что в 2023 году в составе делегации руководителей детских садов, участников конференции, которые выезжали в Москву, мы приняли участие в волонтерской деятельности. Там было посещение раненых наших воинов-защитников, где они лечились в военных госпиталях. И мы привезли посылки, рисунки детишек наших воспитанников. Первое необходимое то, что нужно, да, то, что нужно. И этот выезд у нас организовала Троева Лугинова Лена Дмитриевна из Саха волонтеров. И с этой поездки началась совместная волонтерская деятельность. Мы проводили акции, ярмарки, рисунки детей, принимали участие в этих мероприятиях. И в январе этого года был создан проект «Туллук. Символ мира и добра». Мы сразу включились туда. И первое большое мероприятие, в котором мы участвовали, это был форум и благотворительная акция, которая была организована в историческом музее «Моя история». Потом нас пригласили в 33-ю школу, наши педагоги там проводили мастер-классы по изготовлению туллуков. Туллук — это же наш символ, да? Писали вместе со старшеклассниками письма солдатам. И в рамках проекта «Ко дню защитника Отечества» у нас состоялось открытие патриотического центра с участием нашего родителя Андреева Владимира Александровича. Он наш родитель, участник специальной военной операции. И его дети посещают наш детский сад. И считаю, что в каждом коллективе сейчас стоит важная задача — поддержка семей СВО. Да? И мы, исходя из этой задачи, организовали большой благотворительный концерт, в котором приняли участие весь наш педагогический коллектив, все наши сотрудники, воспитанники, родители. И все вырученные средства мы передали нашим семьям. У нас есть видео короткое. Давайте посмотрим. Светлячок. Проводим благотворительную акцию «Туллук. Символ мира и добра». На этой акции участвует 17 детских садов из города Якутска. Данный марафон начался с Татинского улуса. У нас участвует очень много улусов, и все проводят мастер-классы, ярмарки, концерты и, конечно же, лотерею. Данные средства должны быть переданы участникам СВО. Наш садик 69 «Брусничка» участвует в благотворительной акции «Туллук. Символ мира и добра». Сегодня мы организовали выставку на патриотическую тему, где родители и учащиеся нашего садика сделали своими руками. На выставке приняли участие детские сады города Якутска. Все средства, проданные на это мероприятие, уйдут в помощь специальной военной операции. Это вообще очень такое нужное, хорошее мероприятие и еще полезное. Поэтому я искренне поздравляю всех организаторов, всех идейных вдохновителей таких мероприятий. Они должны развиваться и по всей республике, и по всей стране. Я думаю, что Якутия здесь тоже впереди всей России. И мы сегодня увидим уровень этих воспитательных мероприятий среди дошкольников. Спасибо. Я просто хочу внести уточнение, да. Вот сейчас мы посмотрели видео с благотворительного концерта. Вообще это была большая акция. Благотворительный концерт — это в городе Якутске, а до этого такие же благотворительные большие акции проходили
в разных улусах нашей республики. Мы очень рады и очень гордились тем, что на нашем концерте принял участие Герой России Максимов Радимир Дмитриевич. Кстати, его мама, Варвара Николаевна, она написала стихи для нашего гимна. Вот. У нас еще есть Екатерина. Давайте дадим ей слово. До конца эфира у нас остается 5 минут, поэтому, пожалуйста, все, что вы подготовили, рассказывайте. Хорошо. Я представляю детский сад 69, Брусничка, села Маган. В этом году, в 2025 году, в январе мы вступили в проект «Тулук. Символ мира и добра». Наши работники все согласились. Также мы собрали родительский комитет, они тоже были рады вступить в этот проект. И в этом году, вот в полугодии, да, мы провели более 20 мероприятий, где проводились мастер-классы по изготовлению тулука, да. Также мы стельки шили из конского волоса, да, мячики массажные тоже для наших участников СВО, да. Также были изготовлены сушилки, да, для сушки обуви. Также у нас тоже проводятся многочисленные акции сбора гуманитарной помощи. Для детей наших мы приглашаем участников специальной военной операции. Мы пригласили именно семью Варламовых, Станислава Николаевича и Алексея Станиславовича. Это отец и сын. Они оба участники и являются ветеранами. Встретились с нашими детьми, это очень хорошо. В наше время детям полезно, да, встречать настоящих живых героев, чем мультипликационных, придуманных. Да. И вот они тоже, когда вручили подарок «Мы-Тулук», да, наш символ, Станислав Николаевич сказал, что, находясь там, да, в зоне СВО, очень дорого получать такие подарки, такие обереги, и они очень важны, говорит, и вы старайтесь их больше изготавливать и отправлять. Наши дети рисуют тулуки, да, изготавливают открытки, пишем теплые письма нашим солдатам. За это время мы отправили 6 раз гуманитарной помощи. Также устраивали 3 ярмарки. Мы в саду плетем нашлемники, маскировочные сети. А нашлемники у нас плетут не только взрослые, да, там работники и родители, но нашлемники у нас плетут еще дети подготовительной группы. И они очень быстрые, да, такие ловкие, и вот вместе с нами тоже они изготавливают. Это же не просто там какая-то своя, да, технология каждый раз. Делать надо. Да. И вот у нас есть группа в Телеграм-канале, в WhatsApp-канале, да, и мы обмениваемся тем, что мы провели, да, и вот наши волонтеры с других улусов, да, тоже спрашивают, ну, например, если мы изготавливаем нашлемники, они спрашивают, как вы это сделали, нам объяснить, да, обмен опытом. Вот. Ну вот в этой акции, да, вообще у нас мы работаем совместно, и родители, и дети, и педагоги, и работники. Да, это очень ценно, то, что вот этот проект, он объединяет и взрослых, и детей, да, и как будто бы нет такого, что кто-то больше делает, кто-то меньше, как будто все делают одно большое дело, одинаково вкладываются. Вы, конечно, большие молодцы, огромная работа проделана. У нас остается минута до конца эфира, может быть, как-то вы подытожите? Ну, что я бы хотела, чтобы показали видео светлячка с... Вы знаете, еще одно из очень важных направлений. Нет, другой, там есть светлячок с концерта благотворительно в поддержку семей участников СВО было. Так, ну, а пока я хотела бы сказать, что
Пожелать, чтобы все включались в волонтерскую деятельность. Сейчас идет акция. Уважаемые зрители, слушатели, со всей республики. Присоединяйтесь. Найти вас можно и в телеграм-канале, да, и в контактах. Дорогие друзья, оставайтесь. Короткие 4 минуты. Мы вернемся в студию и продолжим говорить про волонтерство. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. В нашей студии гости, я рада их представить. Сегодня в нашей студии молодежка Народного фронта по Республике Саха-Якутия в лице координатора Тимофея Васева. Тимофей, здравствуйте. Здравствуйте. И активиста Никиты Попова. Никита, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в студию. А почему молодежка? Что это такое, как-то так звучит? Почему не молодежное движение? Не, это именно молодежка Народного фронта. То есть здесь мы касаемся именно молодежь нашей страны. То есть ребят, активистов от 14 до 35 лет. Вот. У нас так сложилось, что у нас ребята в основном это от 18 лет идут вот так. Как-то вот так. Мне просто показалось слово как-то так, как-то по-небратски, что ли, звучит, не молодежи, да, не молодежное движение, молодежка как-то. Это как будто бы ближе, да? Молодежка твой друг. Понятно, хорошо. Мы сегодня будем говорить о том, какие молодежные проекты, да, какая гуманитарная миссия в новых регионах Курской области. Все это с вашей помощью. И какая помощь оказывается семьям и участникам специальной военной операции? Да, расскажем сейчас сначала вот о деятельности, которую мы делаем в новых территориях в Курской области. Это прежде всего гуманитарная миссия Народного фронта, да, вот в рамках проекта «Все для победы» и при поддержке фонда президентских грантов проводится огромная работа. То есть молодые ребята от 18 лет, это четко пониманием, выезжают в новые регионы. Вообще классно, когда вот у нас группа такая, что вот города Якутска, города Алдана, что ребята выезжают, помогают именно в той степени, что вот некоторые даже являются медиками, студентами, они помогают в госпиталях, как это было в Курской области, как это было в Донецке. Вот, то есть это сопровождение бойцов, помощь, то есть мы снимаем огромную нагрузку с тех врачей, которые работают, помогают спасать жизни наших бойцов. Хотелось бы также сказать, что это огромная командообразующая работа, что ребята молодые на безвозмездной основе едут через всю страну и помогают нашим бойцам, работают на гуманитарных складах, компонуя различные грузы, которые, конечно же, это берем адресные вот эти вот посылки, которые комплектуются, это тоже мы стараемся приносить, как-то так, тут вот Никита может тоже сказать, тоже выезжал до бойцов, передавал гуманитарную помощь, я думаю, ты расскажешь. Никита, я, конечно, не могу оторвать взгляда от ваших наград. Расскажите, пожалуйста, о себе. Меня зовут Попов Никита, я являюсь юноармейцем Дома юнармии города Якутска, и также активистом молодежки Народного фронта. Про награды, да, рассказать? Вы были Получается, в прошлом году... В самих боевых действиях принимали участие? Нет, не доводилось. Получается, в прошлом году, когда мне было 17 лет, вместе с матерью выехали в зону боевых действий для передачи гуманитарной помощи нашим бойцам. Так же, как и к отцу заехали. У меня отец является участником специальной военной операции, и брат старший тоже участник специальной военной операции. Они сейчас находятся? Нет, они сейчас оба раненые. Они сейчас на восстановление. Ой, дай бог им здоровья. Да, я тоже пока не могу сейчас туда поехать, 11 класс заканчиваю. Поэтому как могу, так и помогаю здесь. Они потом вернутся или они хотят дальше идти, продолжать, даже после... Само собой, до конца, до победы. Ой, святые люди, я не знаю, конечно, как. Да, он из семьи военного, военный по крови, можно так сказать. Да, и делаем все, делаю все, что в моих силах в нашей республике, делаю для этого, прославляю нашу республику, да, я выезжал в всероссийские лагеря «Орленок океан» от юнармии, и награды все за активную жизненную деятельность. Также вчера буквально вручили высшую награду города Якутска, это за спасение, за мужество и отвагу. Сейчас довелось спасти человека в городе Якутске. Расскажите. У человека артериальное кровотечение началось, кровь хлынула с руки. А вы шли мимо, увидели? Это сосед мой, на этаже выше. Услышал крики, взял аптечку, быстренько оказали помощь, дождались врачей, все, сопроводили. Благодаря моим действиям удалось спасти человека.
Какой вы молодец. Это вот вы проходите специальную подготовку, да, для того, чтобы суметь оказать. Это вот у вас в волонтерском, да? Вот Ну, вообще у нас на постоянной основе, проекте. так как мы взаимодействуем с подразделением Архангел, а он, так как у нас вундеркинд, сам подготавливается именно по тактической медицине. Ну и, конечно, жгутировать и останавливать кровь как бы должен уметь вообще каждый направление стоп крови. А у нас проходит, ну, допустим, на гуманитарных миссиях, то есть, чтобы вовремя спасти жизнь человеку, да, мы обучаемся, проходим курсы, то есть здесь прям инструктора с нами, ну, активно работают. И хочется сказать о том, что вот если касаясь, вот, ну, как я уже сказал ранее, по гуманитарной миссии, это то, что каждый из ребят, которые вот ее проходят, они в будущем это подготовленный такой вот резерв, да, это защитники нашей страны, девушки, парни, да, то есть это все те люди, которые не безразличны к нашему общему делу и готовы всегда прийти на помощь. А в регионе, что мы делаем, это по основному это помогаем тем семьям, у которых бойцы, да, то есть, да, как это сказать, члены семьи. Да, члены семьи, участники специальной военной операции, да, то есть это непосредственно работа с семьями СВО. Мы выезжаем, помогаем, то есть у нас каждый раз приходят различные заявки. То есть что именно просят, какую помощь? Это обычная вот хозяйская помощь, та, что трудно по дому. Это где-то просто помочь ремонт сделать, да, там какой-нибудь, допустим, квартира сгорела, да, страшное дело, мы выезжаем, помогаем. Просто перекопать огород, просто перенести доски, просто наколоть дрова, убрать снег, вот такое вот. Ну, просто все то, что мы можем делать. Работаем с пенсионерами, да, мы понимаем, что нужна помощь, и ну, просто это добрые дела. То мы все объединены тем, что у нас даже девиз организации есть «быть, а не казаться». И каждый из ребят просто ну, отдает себя полностью этому делу. А насчет вот молодежных проектов, буквально недавно мы реализовали проект в Республике Саха-Якутия, проект «Тренер», который идет под эгидой, да, при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Это то, что вот мы работаем с трудными подростками. То есть есть тренер, президент Федерации самбо города Якутска, и в Центре единоборств сейчас у нас трудные подростки вот занимаются спортом активно, то есть они были на пути исправления, можно так сказать, вот так вот. То есть огромная работа, и каждый из проектов, который у нас идет, то есть это вот проект там «Оставайся донором», то есть ребята помимо того, что помогают, они еще и кровь сдают, то есть всесторонняя помощь, то есть мы не в одном направлении идем, то есть мы гуманитаркой занимаемся, там поддерживаем бойцов, это, конечно, да, важно, мы разносторонние вообще, ну, максимально. Хотя это уже насколько тяжело и сложно, вы еще кроме этого помогаете и просто пенсионерам, да, и помогаете тем родителям, у кого трудные подростки, да. Им самим помогаете. Еще сдаем кровь. Сдаете кровь. Участвуем в экологии, в субботниках. То есть это то, чем занимается сейчас молодежка Народного фронта Республики Саха-Якутия. Вот сейчас нас услышат и увидят слушатели и зрители, и захотят, например, обратиться к вам за помощью. Кто это может сделать? Какой вообще человек? Любые граждане возьмем даже обычных школьников, да, и заканчиваем, до 35 лет. Раньше у нас в рамах не стояло таких, но от задач мы как бы не можем, распределять Вы имеете в виду, ресурсы. Кто к вам может прийти, чтобы пополнить ваши ряды? Да, конечно, да. А если кто-то вот именно помощь хочет от вас получить, это вообще может быть? Да, это заявки принимаются у нас через все возможные наши социальные сети. Это в ВК можно оставить заявку, написать, и администратор. Любой человек вообще может, с любой проблемой абсолютно. Конечно. На это мы и здесь, Народный фронт. Вот. По всей стране у нас команда составляет 80 тысяч человек. То есть это именно молодежки Народного фронта. А Народного фронта, в общем, это колоссальные сотни тысяч людей, плюс еще активисты, различные члены штаба. То есть это люди, которые специалисты и эксперты в своей области. То есть здесь огромная команда, семья, можно так даже сказать, которая друг с другом дружит и помогает. Нас всех объединила молодежка. В свое время мы пришли просто и такие, да, мы будем друзьями, товарищами. Сейчас вот с каждым из ребят мы общаемся, несмотря на расстояние. Как-то так. А вам зачем это лично вам, Тимофей? И что в вашей жизни изменилось после того, как вы стали участником этого движения? Я пришел в команду 5 лет назад, и за все время принял участие во многих организациях. Я
не стал награды как-то показывать, да, но не за награды, работаем за дело. То, что... Все равно надевайте в следующий раз. Да, они не так важны. Вот я горжусь именно тем, что удается за время пребывания, за то, что ребята могут себя реализовывать. И, конечно же, очень радует, когда ребята получают за это какие-то награды, достижения. У нас много ребят получило за развитие молодежной семейной политики города Якутска, знаки от главы города. То есть это от МЧС получили за содружество во имя спасения людей, потому что каждый раз мы принимаем участие не только в профилактических рейдах совместно с ГИМС, МЧС, а также с пожарной охраной, то есть и на тушение лесных пожаров, и на ликвидацию паводков. То есть это все то, что у нас есть специальные группы быстрого реагирования, ребят, волонтеров, которые могут просто встать и поехать, пойти и помочь. А у вас зарплата есть вообще за это, или это все просто... Добровольчество. Это все надо быть на добровольной основе. Когда зарабатывать на жизнь, когда заниматься личным каким-то своим делом, своими интересами? Вообще же тогда времени ни на что не хватает. Все равно же нужно как-то зарабатывать. А мы все учимся пока что. А вы где учитесь? Мы пока студенты. Я сейчас, у меня третий курс. Я учусь в филиале Новосибирского вуза. Здесь я Якутский институт водного транспорта, я учусь на инженера-энергетика. А Никита у нас сейчас поступает. Учиться только-только. Сейчас школу закончит. А куда поступаете? В Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантно-командное училище. Потому что Рязань ВДВ. Вы продолжаете уже, да, семейную традицию. Никита, давайте еще о вас поговорим. У вас еще столько знаков отличия. Расскажите, пожалуйста, о том, что вы делаете, потому что каждая награда, за ней стоит подвиг. В основном за слишком мою активную жизненную позицию. Я слишком активный. Все говорят, Никита, надо уже сбавить темпы, но я все равно активничаю. В основном все за активность. А почему вы такой активный? Горю этим делом, хочу им заниматься. Мне нравится помогать людям. Да, их радость, их улыбку увидеть. Да, мне из-за этого. Мне нравится, я делаю. Мне нравится быть военным, я стремлюсь быть военным, стать офицером. Служить во имя нашей Родины. Да, можно добавить даже, что Никита на протяжении всего, как он с нами в команде, очень классно, что он к нам пришел, что дальше развивается. Я никогда не замечал такого момента, чтобы он просто нет, я что-то не буду делать. Все время четкое понимание и выполнение различных поставленных задач. Ночь, полночь, если она оперативная, мы идем и делаем. Даже мы работаем в пространстве кибердружины. Если мы не ручками, ножками, головой, то мы головой и просто ручками на телефоне просматриваем различные запрещенные страницы, работаем в Telegram-бот Кибердружина, кстати, тоже один из наших проектов, и стараемся. И таких ребят много. Целая большая дружная команда, которая разносторонняя. И я могу сказать вообще за нашу российскую команду и за республиканскую нашу молодежку, сказать о том, что да, это действительно люди, которые прежде всего доверяют нашей стране, нашему президенту, и это настоящие патриоты. Я готовлю радиорубрику, в которой рассказываю о тех, кто подростки, молодежь, кто активно принимал участие в «Ковал победу», в Великую Отечественную войну. И сейчас, глядя на вас, я вспоминаю их истории. Действительно, люди не меняются, сам человек не меняется. И вы такие же. Мы учимся, мы можем черпать только то, чем мы занимаемся, только тому, чему нас научили наши предки, бабушки, дедушки, папы, мамы, братья и сестры. Это то, что передавалось поколениями, оно самое лучшее сохраняется в нас, а мы дальше это только преувеличиваем и будем дальше передавать. Наверное, какие-то ситуации они проявляют, что есть на самом деле в человеке. Не все же настолько активны. Никита, вы наверняка общаетесь часто с журналистами, наверняка вам задают вопросы. А может быть, есть какой-то вопрос, который вы бы хотели, чтобы вам задали? Но у вас спрашивают, например, все время одно и то же, а вы бы, например, хотели услышать какой-то вопрос, который вам не задают. Какой бы это был вопрос? Я не знаю. А может быть, есть какой-то вопрос, который задают все время часто, один и тот же? Почему ты такой активный? Я тоже не осталась, да, оригинальный, тоже его задала. Все задаются этим вопросом. Да.
А цель сегодняшнего эфира для вас лично, она какая? Вы хотите в свою команду пригласить еще больше людей? Хотите, может быть, что-то важное сказать? У нас остается 4 минуты до конца эфира. Давайте мы вместе разделим этот, я половину, и он половину. Давайте. Но прежде всего данный эфир — это то, чтобы рассказать о деятельности нашей команды, чтобы действительно рассказать о деятельности ребят, что они молодцы, классные, что они остаются в стороне, и, конечно же, призвать к тому, чтобы люди, как уважаемые граждане, обращайтесь к нам, мы всегда поможем. Ведь наш девиз — быть, а не казаться. Вот даже пожилой человек сейчас какой-то, которому нужна помощь, может написать, найти вас, конечно. да, написать, оставить заявление. Может быть... Обратиться в исполком Народного фронта. Женщина, например, которая одна воспитывает детей, да, это уже какая-то помощь. По крайней мере, вы не отмахнетесь, да, и рассмотрите. Никогда не было такого. И, Тимофей, приходите в следующий раз со своими тоже наградами. Я всегда за то, чтобы носить, потому что это же про вас. Вы знаете, за что вам эту награду дали, и мне кажется, это важно. Я всегда за то, чтобы люди приходили вот так, как сегодня пришел Никита. Да. Никита, для вас цель сегодняшнего эфира какая она? И достигли ли мы ее сегодня в процессе разговора? Да, мы достигаем. Достигаем все еще. Достигаем, да, все. Давайте усилим. Надо окончательно сейчас сказать свое. Хочу призвать всю молодежь, да, Республики Саха-Якутия, города Якутска. Вступайте в нашу команду, да, в молодежку от 18-35 лет. Если вы хотите, у нас есть еще движение добровольцы. Главное, у нас там Светлана Архипченко, народные полки. Она вообще неустанно, да, прямо все время, да, она как будто бы в процессе. Она и с молодежью, и со старшими. Тоже очень активная. Да, мы просто вообще, мы все горим, мы все объединены одним делом. Да, вот если человек в возрасте, он хочет как-то тоже принести победу, можете приходить тоже к Светлане, она научится плести сети, будете плести сети. Сети сейчас очень важны на фронте. Ее тоже можно найти в соцсетях, да? Да. Светлана Архипченко. Да. Светлана Ильинична Архипченко, руководитель волонтерского движения «Добровольцы». Да, Тимофей Васёв, Никита Попов, любого из вас можно найти и обратиться. Конечно. Вообще мы всегда открыты. Вы молодцы, я прямо на вас смотрю и насмотреться не могу. Спасибо. Засмущали. Мы последний раз с вами встречались, Тимофей, с вами перед тем, как вы проводили концерт большой. Да, концерт прошел на ура. Как впечатления у вас? После этого не общались? Вообще было все классно, круто. Мы вместе с Никитой помогали в организации, наши ребята выступали также, и там и пели, и танцевали, и стихи рассказывали. Волонтеры были и на сцене, и в зрительном зале. И в зрительном зале, да. То есть это прям разностороннее. Мы и пляшем, мы и танцуем, и еще и помогаем организовывать. И огромное спасибо Светлане, то, что она вместе с нами работает. Мы познакомились с ней ровно год назад. Это было подходит дата на Дне России. Познакомились случайно, встретились и начали вместе взаимодействовать. Перебью вас. Спасибо большое за то, что нашли время сегодня и были в нашей студии. Всем спасибо за внимание. Еще раз Тимофей Васёв, Никита Попов, герои нашего времени. Спасибо вам огромное, низкий поклон. Всем хорошего вечера.